Всем привет-привет, с вами канал Life. И мы находимся на Южном вокзале Калининград. Мы собираемся впервые со времени карантина приехать в Светлогорск на электричке. Вот расписание. И мы уже купили билеты. Волнительно, конечно, но вот мы собираемся ехать. Мы переживаем, одели маски, взяли с собой гель-санитайзер. И вот сидим, ждем, когда приедет поезд, и мы поедем. Вот так. На входе у нас проверяли температуру. Да. Контроль на руку так наводит. На руку навели градусник, и я спросила, какая температура. Мне сказали, что у меня 36,3. Они говорят, вы в первый раз? А я такая думала, в лоб будут, как в телевизоре. Она такая, руку, мне нужна руку. Я говорю, руку? Она говорит, да, запястье. Я такая, рукав задираю. У меня вот рукава, олимпийка такая. Я рукав задираю, она меня щелкнула, все. Я говорю, какая у меня температура? Она говорит, 36,3. Я говорю, она говорит, вы в первый раз? Я говорю, да, в первый раз со времен карантина. Смеется. Ну вот так. Вот мы. Это наша платформа, это Зеленоградск написано. Нет, вверх, нет, Калининград. Светлогорск. Вот. Такая лесенка. Сегодня, кстати, на улице, когда мы вышли, был дождь, но на улице сейчас утром 17. А днем вроде будет 22. В Светлогорске, а здесь 24 в Калининграде. Это наш уже поезд стоит? Да. Ты проверь, Светлогорск. Так, какой вагон? Ой, как я запыхалась. А посмотри, там остальные-то. А к народу-то там меньше? Или что? Я хочу, мы ехали. Давай, тут никого вроде бы еще пока нет. А, это все тот же вагон, ты что? Нет, второй. Это первый вагон. Второй. Нет, это первый вагон. Держись. Да я же... Вов, Первый? это тот же самый вагон. Да ладно. Ну ладно. Так, где? Вот тут хорошо. Пятый вагон. Ну все, давай здесь сядь. Вот сели, все. Ой. Наволновались до того, что не разбираемся. Мы же в ту сторону едем. Написано уже плюс 20. Да, хорошо. Вот. Мне кажется, или было написано? А вот 5:07. Вот все. Да, у них московское время здесь. Не местное, а московское. Время 7:22, он пишет 8:22. Да, московское пишет. Времечко. У нас 2 билета обошлось 174 рубля в одну сторону я брал. Угу. Обратную сторону мы уже будем смотреть, когда поедем. Да. Ну вот все, сели, в общем-то. И вот мы отправились в путь. Поезд пошел. Этот поезд останавливается каждые 5 минут в разных деревнях. 4-5 минут между ними. Вот так. Будет 10 или 12 или 13 остановок. Я сбилась со счета, много. Едем в Светлогорск. Мы уже доехали до Чкаловска, едем дальше. Дружно.
зеленая. Сегодня что-то так плохо ночью спала. Почти не спала. Сейчас еду. Прям понимаю, что спать хочется. Такой умиротворяющий пейзаж. Облака низкие. И зеленые луга. Кусты цветущие всякие. Красота. Мы на Переславском уже, на остановке Переславская. Там две остановки в этом поселке. 20 километров, где мы сейчас находимся. И следующее это вторая часть Переславского. Вот. Потом будет Романово, потом Пионерский курорт и потом Светлогорск. Мы уже встречали поля такие небольшие кипреи, иван-чая цветущего, розовые, такие красивые. И я думаю, может мы сейчас еще встретим такие поля. Вот тут лес. Ой, извиняюсь. Я такой съемщик-то. Могу и это. Ой, там такие голубые, видел? В канавах такие прям голубые цветы. Такие красивые, вообще тучами такими мелкими. Тут репейник. Заросли репейника. Вот попробуй попади в такие заросли репейника. Все штаны будут в репье. Все будет в репье у тебя. Ну, вот минимально, по-моему, судя по всему. Волки? Во всех лесах в России есть волки. А что, ты хочешь с волками пообщаться? Подружиться? Вон маки цветут в таком обилии тоже. Но я думала, маки отошли, но в городе их нет уже. Они уже отцвели в городе, а здесь цветут на обочинах. Красные такие красивые маки. Уважаемые пассажиры, с учетом сохраняющейся угрозы проведения диверсионно-террористических актов на транспорте, просим вас обращать внимание на оставленные сумки, пакеты и прочие бесхозные предметы. Не проверять содержимое таких предметов, не трогать и не перемещать их. Об их обнаружении незамедлительно сообщать работникам поездной или локомотивной бригады. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, для открытия дверей нажимайте кнопку зеленого цвета. Я пока не хочу это Наш читать. поезд прибывает на станцию Переславская Западная. Уже приехали на Переславское Западное. Пока вот не видели поля кипрея. Чуть-чуть надо, наверное, еще проехать. Вот маки прям и желтые цветы такие интересные. Вот тут все вдоль дороги в маках. Каждый год езжу, каждый год удивляюсь. То на машине, то на автобусе, сейчас на электричке. Ну вот люблю я цветы, что ж теперь поделать. Вот это еще, этот растет люпин, фиолетовый. Он ядовитый, у него голова болит. Приехали. Большой поселок. Переславская большой поселок. И Романово тоже вроде не маленький, такой нормальный. А в Романово Переславская Западная. есть Калп, Следующая остановка. деревня викингов. Вот я тебя туда звала, на эту... Там в субботу, в воскресенье всегда проводят фестиваль викингов, по-моему, в субботу. И в воскресенье там, по-моему, что-то уже меньше. В субботу проводят. Вот я хочу съездить на этот фестиваль викингов, снять его. Да что там узнавать-то, сел вот так же на электричку, только вылез в Романово. И все, больше ничего узнавать не надо. То есть на следующий нам бы было выходить, получается, если бы мы ехали на фестиваль. Вот мы уже подъезжаем к Пионерскому курорту. Выглянуло солнышко, колоколнышко. Облака начали развеиваться. Дождь отменили уже все. На улице хорошо, тепло, южный ветер. И мы скоро будем у моря. Там немножко был кипрей розовый. Если видели, хорошо. Если не видели, ну что ж. Что ж тут можно сделать? Сейчас скоро уже подъедем. И следующая будет Светлогорская станция. Будь здоров. Чу-чу. Уважаемые пассажиры, для открытия дверей нажимайте кнопку зеленого цвета. Наш поезд прибывает на станцию Пионерский курорт. Пионерский курорт. Такое все зеленое, такое милое, красивое.
Приезжаем в Светлогорск. Почему он Горск? Видите, с какой высота, да? Вот он Горск, Светлогорск. Мы на горочке. Тут домики такие кукольные, прям красивые. Как в Калининграде. Может, даже и лучше чуть-чуть. Лето, конечно, пора, наиболее красиво. Видишь, там Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск, очень красиво. Я от Владимира Николаевича должна затащить в Янтарный. Для меня это идея фикс уже. Потому что что-то он туда не едет, а там самый красивый пляж на свете, наверное. Лучше не придумаешь. В Греции даже таких нет. Ладно, приезжаем. Держусь. А нет, по-моему, можно. Так я говорю, спокойно заходим и все. Вот такой поезд нас вез. Мы идем в здание вокзала. Плюшка. А видишь, нет входа, только через... Ну, пошли за мной. Видите? Так. Входом, три входа. Вот такие штуки. Вот так нужно билетик приложить. А, штрих-кодом, да. Приложить штрих-кодом и пройти. Все. А как попасть в туалет вокзала? Ага. Все, мы в Светлогорске, все просто и легко. И очень тепло и хорошо на улице. Светлогорские коты. Привет, привет. Ой, ты кошка, кошка, маленькая кошка, хорошая. А вот там матерые, красивые. Вот тут худенькая кошечка, а вот тут прям такой котяра прям. Смотри, работает. Тут черненький. Это вот те, которых мы вот и кормили-то в феврале там, или когда мы ездили в марте. О, блин, пообщаться не дадут. Туалет рабочий здесь. Сейчас работает? Да. Ну, значит, мы уже в вокзале сходили, и что теперь делать? Там туда. Железная. Канатная дорога, на которой я не решаюсь проехаться. Но я ездила на ней. Цветочки растут. Так, канатная дорога работает с 9 до 21 без выходных дней. Единственная канатная дорога соединяет морской променад с верхней центральной частью курорта. Она была введена в эксплуатацию в 1983 году, а в 2014 была проведена реконструкция. Длина 118 метров, перепад высот составляет 34 метра. Скорость движения 0,5 метров в секунду. Позволяет любоваться живописными видами морского побережья Светлогорска. Ее еще пока не завели. Нет, удивительно. Ты хочешь срочно прокатиться? Нет. Потому что я очень боюсь кататься на канатной дороге. Вот так это все выглядит. Красиво. Буду фотографировать сейчас. Да, сейчас будем спускаться к морю. Мы решили присесть в круассан-кафе. И вот тут вот завтраки предлагают. Сейчас надо будет что-то выбрать, поесть. И кофе.
Вот. Сейчас будем что-то думать. Нужно что-то найти вегетарианское. А тут вот все с мясом, с мясом. Ну вот этот неплохой. Ну-ка. Круассан, фруктовый джем, сливочное масло и капучино. Или двойное американо. Тут что? Это мы не едим. Так, блинчики. Сырники. Оладьи из кабачков и сельдерея. Тост с авокадо и томатами. Неплохо. Каша. Пшённая на кокосовом молоке. И овсяная. Ну, это с тыквой идет. Так, тут у нас омлеты. Белковый омлет с бобами эдамаме. Здорово, какой выбор. Авокадо, помидоры, омлет. Так, тут у нас уже не завтраки, да? Так, ну сейчас что-нибудь выберем. Мы решили заказать сырники и кофе. Вот так. Нам нравится. В принципе, народу не очень много. Да, время 9 утра. Все работает уже, открыто, слава богу. Все завтракают спокойно. Столики расставлены более-менее. Ну, некоторые близко друг к другу, но большинство как бы нормально. Мы вот сели так на отдаленный более столик. Вот. Владимир Николаевич говорит, что сейчас видит Светлогорск несколько по-другому, чем видел его тогда зимой. Ну, все зеленое, конечно. Все в цветах, в зелени, прекрасно. Другие запахи. Другие запахи лет. Зимой очень сильно пахло сосной, хвоей. Вот здесь воздух прямо. Сейчас пахнет кофе в ресторане. Да, пахнет кофе, и кто-то курит. И кто-то курит. Ну вот, в этом и вся разница. Нам уже принесли наш кофе. Это мой латте. Сахар принесли и двойной американо. Интересно, какой одинарный? Ай. Так. Вот нам принесли наш завтрак. Сырники с абрикосовым джемом. Будем пробовать. Спасибо, Владимир Николаевич, за вилочку. Очень приятно. Надеюсь, она чистая. Все будет хорошо. Все, мы покушали, подкрепились, селенок понабрали в кафе. Идем дальше. Идем гулять. Так, что тут в витрине? Ну-ка, ну-ка, глянем. Куколки, всякие штучки. А нет ли тут того конструктора, Максим просил? Помнишь маленькие коробочки? Нет, вряд ли. А обычно в таких ларьках они и продаются. Так. Сколько сувенирчиков. Чебурашка. Сосны здесь нравятся, очень высокие. Да, такие. здесь сосновые боры, прям из-за этого и воздух такой приятный, чистый. Вот сейчас чувствуешь, идешь, вот сейчас если курево пройдет мимо, то пахнет прям так хорошо хвоей. Обожаю Светлогорск. Хороший город. Сейчас погуляем у моря, а потом можно даже будет сходить или там в музей, или там еще что-то вот такое поснимать. Музей, не знаю, они открылись. Все открыты, конечно, давно. Музеи все давно открыты. Ну, посмотрим. Насчет музея я не уверен, а погулять уверен. Уверен? Мы пойдем возле ДК? Нет, мы же вниз. Здесь Гора тут. возле кошек. Да.
Там тоже сувениры. Да, Иконы. Красивая. Собачка, ежик, слоник. Картины. Муха. Большие картины есть, красивые прям. Тут глиняные изделия. Всякие бусики. Ух ты, какой старенький домик. Смотри, Вов. санаторий военный. А его, по-моему, Это военный санаторий. Там написано, да, на синенькой да, табличке? лечебно-диагностический корпус номер 2, кабинет фитотерапии, гинекологический и урологический кабинет. Какой старый прям. Такой красивый, да? Деревянные окна. Это прям очень интересно. Это все так загадочно. Наверное, закрыт. Не знаю, мы же туда все равно не пойдем, даже если он открытый. Но снять-то прикольно его вообще. Интересно прям. Тут пальма. Ручки. Здесь пирожки. Ну что, идем вниз. Вот спускаться всегда приятно и хорошо. О, наши черепашки с гномиками. Тут еще кот жил такой прикольный. Привет, черепаха. На тебе еще 2 черепахи. Символ хороший. И бархатцы цветут. Кто-то оставил нижнее белье. Тут гномик. Смотри, как красиво. Всякие аисты, кувшины. Все это красиво. Обожаю Светлогорск. А это, тут смотри, тоже этот же санаторий, наверное. Да. Здорово. Красиво выглядит, все равно хоть и старое здание. Ну, вот там Мне деревянный нравится. корпус. А там вот еще на пригорке, смотри. Так здорово. Там огорожено. Нет, там свое у них, конечно. Шикарно. И вот так идешь с горочки, идешь, а обратно несколько этапов поднимаешься. Спортивный сразу человек встаешь. Можно галочку ставить, что сегодня вся физкультура сделана, если обратно вернулся. Тут вот тоже кафе с летними столиками. У нас вообще все летние кафе открыты. Все в этом плане очень хорошо. Мистер Кебаб. Сколько хвойных деревьев. И тут тоже столики стоят. Но никого нет. Это называется Ветерок. Кафе Ветерок. Как красиво, Вова. Смотри. И море слышно уже. Хотя еще так далеко спускаться. А так шикарно, да, здесь лето. Мне вот нравится лето. Я люблю сплошное лето. Будет у меня в жизни сплошное лето. Загадали, загадали, загадали. Хочу жить только лето, чтобы было вокруг. Смотри. Так говорил, пальму не видел. Нет, я тебе сказала, не видела пальмы, растущие на грунте. На своей территории. Конечно, такие я видела. Вот и еще раз вижу.
Ух ты, какой вид! Шикарный. Так, где котлеты? Коты там никуда не делись. Да, вот их кто-то кормит, по-моему. Машинка едет. Вот они. Давай их снимем поближе. Да вы мои сладкие, да сколько же вас тут. Да красавчики вы мои. Язычок у тебя торчит, да? Зен, ну кто-то тебя поранил, лапку. Тут у нас что? Зеленоглазый. И вот лежат такие, нежатся. Да, скорее всего. Защищает. Не снимай их, говорит. Кусают друг друга, смотри. А этот кушает. Никак наесться, видимо, не может. Такие хорошие кошечки. Киски. Киски хорошие, киски. Ты хороший киска. Мне с язычком понравился. Хоть он и болеет немножко. Но такой хорошенький. С той стороны вода есть. Да у них там вся кормежка полностью. Они на довольствии. На государственном содержании. У них пенсии, пособия, все есть. Отпускные. Мартовские отпускные. Воздух-то какой приятный, морской. А? Да, уже. Чувствуешь? Заросли тут, да. Это же Светлогорск. Все в зарослях. У нас зеленый город очень. Вот. Счастье-то какое. А там море уже виднеется. Не зря тряслись целый час в электричке. Ой, не зря. Там вот, видишь, шезлонги какие стоят шикарные. Здесь бассейн, в отеле. Но он, по-моему, пустой бассейн. Ну, бассейны же запретили, ты знаешь. Да. В отель можно селиться, все, но в бассейн нельзя. Вот так. Это из-за санитарной этой обстановки. Санитарных норм. Да, потому что, ну, сами понимаете, бассейн это общая вода. Она, причем всегда практически пресная, не как море соленое там, да. Ну, вообще могли бы предусмотреть, чтобы ее солить. Соленую бы наливать туда, в бассейн, тогда нормально. Или обработать, да. Ну, хлора, это очень много надо хлора туда налить, ты знаешь. Чтобы люди рядом купаешься, ничем не заболели. Да. Вот, мы пришли к морю. Я хочу спуститься к воде, Вов. Давай. По лестнице. Сейчас поищем лестницу. Дышится-то как хорошо. Приятно. Тут маячок есть. А спуск... Есть спуск, да? Есть спуск. Пойдем вниз. Что значит закрыт? Ну вот сюда же можно спуститься. Ты что? А, проход закрыт написано, только он открыт. И непонятно. Закрыт? Да ладно. Смотри, тут какое кафе есть, что сидишь и прям на море смотришь. А я бы где-нибудь тогда на лавочке присела, чтобы смотреть. А ты бы свою стойку поставил. Ну-ка, давай-ка я сейчас сначала любительски сниму красоту-то несказанную. Ох! А там ремонт идет у променада. Мне сын говорил вчера. Там, говорит, Светлогорский ремонт, променад ремонтирует. Ну, тут такое кафе. Есть даже очень старые деревянные столики такие интересные. А здесь море. И очень красиво. И очень тепло сегодня, хорошо так на улице, приятно. Погода приятная очень. И не жарко, и не холодно. И вот прям приятная такая именно к телу температура воздуха. Так, ну что ж, возьми, Владимир Николаевич, пока камеру. Мне нужна фотография сейчас.
У нас сегодня 9:51, 22 градуса температура воздуха, 15 градусов температуры воды. Давление. Давление 756, в принципе, немножко повышенное для Калининградской области. И купание запрещено. Сейчас слишком сильные волны и может попасть в отбойное течение. Поснимать. Идем. Тут и такие вот Рестораны. кафешки, ресторанчики всякие. Вот мы идем на тот пляж вперед. Там, может быть, можно будет посидеть немножко на песке, пусть даже попой. И там классно, смотри, вот пляж Там очень и красиво. деревья свисают. Да, очень красиво. Шикарно. Интересно туда А вот добраться можно? канатная дорога. Вот она, смотри. Да, да. Здесь Здесь особо небольшое расстояние ехать, что ли. сколько там, мы же читали? 118 метров, по-моему. Или 134. Ну, я уже сейчас не помню, но там есть у нас информация об этом. И вот такой вот пляж. Ну, сейчас я его покажу. Ремонтируется. Сильно камерой не видно. Стараюсь. Вот идем на пляж. Мне снились почему-то вот эти камни. Представляешь, я сейчас вспомнила. Так и Мы мне. на море, мне снились камни какие-то. Да, а мне тоже приснилось море на заднем дворе своем. Только потом оказалось, что это лужа, да? Да, потом Давай. оказалось, что это лужа. Ну вот. И поехать на море. Вот отлично. Мне кажется, ветрище будет. Но мы уже знаем, как обрабатывать видео. Вот здесь сядем, да и все. Ничего страшного. Сядем просто, да? Давай. Ой, тут сигарета чья-то. Как некрасиво. А бычки. Вот так. Удочки черноморские. Вяленые. Ага. Только это не черноморские, а балтийские. Как здорово. Так, ты сейчас будешь, наверное, на стойке снимать, да?